На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Состоялась рабочая встреча Аслана Бжания с первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Архангельской области В.Г. Петросяном. В Минздраве состоялся брифинг министра здравоохранения Эдуарда Будба, который рассказал о работе за последнюю неделю, в том числе о значении российского мобильного госпиталя в разгрузке медучреждений страны. 11 курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища присягнули на верность Родине. В Абхазии с рабочим визитом находится делегация из Архангельской области. В администрации президента состоялась рабочая встреча Аслана Бжания с первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Архангельской области В.Г. Петросяном и членами делегации. До встречи В.Г. Петросян и мэр Сухума Беслан Эшба возложили цветы к мемориалу в парке боевой славы и памятнику неизвестному солдату. Обо всем подробно в репортаже Сарии Кварцхелия. Делегации из Архангельской области вместе с главой администрации Сухума Бесланом Эшпе возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке боевой славы и к памятнику неизвестному солдату. Далее в администрации президента состоялась рабочая встреча главы государства Аслана Бжания с членами делегации, возглавляемой первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Архангельской области В.Г. Петросяном. Приветствуя гостей, Аслан Бжания отметил, что признание независимости Абхазии и России – исторический шаг. И с тех пор союзнические отношения между странами все больше развиваются и укрепляются. Ваш приезд я расцениваю как вклад в эту большую нашу общую работу. Взаимоотношения с субъектами Российской Федерации для нас имеют очень важное значение. Мы готовы взаимодействовать с субъектами Российской Федерации. У нас есть положительные примеры, есть субъекты, с кем мы не работаем, но мы открыты для всех. Архангельская область – это очень интересный субъект Российской Федерации. Глава делегации В.Г. Петросян поблагодарил президента за теплый прием и сообщил, что цель визита делегации – расширение сотрудничества, определение новых направлений взаимодействия. Для детальной работы по направлениям в состав делегации вошли министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, глава города Архангельск Дмитрий Морев и генеральный директор международного аэропорта Архангельска Александр Распеченюк. Мы знаем, что вы планируете к 2024 году возобновить пассажирские перевозки из аэропорта Бабушара. И здесь у нас в делегации присутствует и работает генеральный директор аэропорта Архангельска, у нас международный. И Александр Ильич готов включиться в работу, начинать обсуждение, проработку возможного открытия прямого авиационного сообщения между Архангельской областью и Республикой Абхазия. И по поручению, и по просьбе губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского приглашаю вас, уважаемый Аслан Георгиевич, посетить Архангельскую область с ответным визитом. В.Г. Петросян также отметил, что международные связи Архангельской области и Абхазии активно развиваются и уже имеют свою историю. Еще в 2011 году Архангельск и Сухум стали городами-побратимами, а в 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Северным Арктическим университетом и Абхазским госуниверситетом. Петросян добавил, что Архангельская область также заинтересована в расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере, а предприниматели интересуются прямыми поставками товаров из Абхазии. Кроме того, В.Г. Петросян выразил заинтересованность в организации отдыха и лечении жителей области на курортах и в санаториях Абхазии. В завершении встречи стороны обменялись подарками. В.Г. Петросян вручил главе государства традиционную праздничную чашу «Братыню». В свою очередь Аслан Бжания подарил гостям серебряную монету с изображением абхаза в национальной форме, башлык, абсар и шелковый платок с абхазским орнаментом. Сария Кварцхелия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Премьер-министр Александр Ангваб провел рабочее совещание с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Обсуждались параметры исполнения доходной и расходной части бюджета по итогам 8 месяцев года, основные направления текущих республиканских расходов, объемы финансирования потребностей, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции. Так, из ожидаемых 5 миллиардов 200 миллионов рублей собственных доходов за год на 1 сентября поступило 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Учитывая хорошую тенденцию по исполнению доходной части бюджета, по мнению Владимира Делба, есть смысл выйти с предложением об увеличении его расходной части, что позволит увеличить возможности покрытия потребностей системы здравоохранения, а также приступить к погашению задолженностей по судебным решениям. Александр Ангваб подчеркнул, что рост поступлений собственных доходов стал возможен благодаря системному подходу к администрированию таможенных и налоговых платежей и значительному снижению уровня контрабанды. Теперь предстоит продолжить эту работу в квалифицированном русле и мобилизовать средства для качественного распределения их на нужды государства и общества, заключил Ангваб. В Минздраве состоялся брифинг министра здравоохранения Эдуарда Будба, который рассказал о работе за последнюю неделю. Насколько обеспечены ковид-больницы всеми необходимыми медикаментами, в частности, такими препаратами, как Актемра и Артлегия? Как обстоят дела с КТ в Гудаутской ЦРБ? И кто может пройти там обследование? Налажено ли взаимодействие с российскими специалистами в части определения протокола лечения? На эти и другие вопросы ответил министр здравоохранения Эдуард Будба. Смотрите интервью сразу после новостей, а сейчас небольшой отрывок из него. На сегодняшний день вакцинировано 2277 человек российской вакциной «Спутник Лайт». По поводу вакцинации наших учителей, да, вы хотите? Мы разговаривали и с министром образования Инал Соломоновичем, разговаривали с городом, с медиками. Значит, будет уже выделена Синопская поликлиника для того, чтобы наши уважаемые учителя прививались непосредственно в Синопской поликлинике. Но это не означает, что если человек в районе там проживает, обязательно специально должен приехать. Может и в нашем любом пункте вакцинации на территории республики также прийти и получить вакцину. Мы создаем все необходимые условия для наших педагогов. Если есть у них такое желание приехать именно в те пункты, которые мы обозначили, в частности в Синоп, они приезжают и по спискам все будет сделано. Еще раз повторяюсь, если человек изъявляет желание вакцинироваться по месту жительства, наши все пункты вакцинации открыты, мы с удовольствием поможем нашим учителям. В офисе движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» состоялась встреча с новым главой миссии МККК в Абхазии Натаном Риесом, представителем Комитета Красного Креста по пропавшим без вести на Кавказе Даниэлем Максуини, помощником главы миссии Борисом Казанба. Даниэль Максуини рассказал о деятельности организации за текущий год. Опознаны порядка 15 останков, из них 2 принадлежат абхазской стороне. Также в этом году эксгумированы останки 8 человек. По словам нового главы миссии МККК в Абхазии Натана Риеса, работа миссии будет выстраиваться в 2 приоритетных направлениях. Непосредственно поиск и идентификация останков пропавших без вести и подготовка местных специалистов в этой области. Из-за сильного ветра и ливня в нескольких районах республики сорвало крыши домов и повалило деревья.
Крыши частично или полностью сорвало с частных домов в Гудауте, сообщает пресс-служба МЧС. Одну из сорванных крыш забросило на железнодорожные пути в районе Гудаутского вокзала. В Гудауте на проезжую часть Гагарского шоссе также упало дерево. Несколько деревьев упали на частные автомобили в Пицунде. Сотрудники МЧС Абхазии провели расчистку заваленных территорий, разблокировали проезжие части дороги и личные автомобили. Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски жителя Нижегородской области 48-летнего Градобоева Виталия Леонидовича, утонувшего накануне в акватории города Гагра, сообщает пресс-служба МЧС. Сигнал о происшествии поступил в 22 часа 19 минут. Сильный шторм в районе поисков существенно осложняет работу спасателей. Разыскивается Юктешев Дмитрий Васильевич, 1949 года рождения, находившийся на отдыхе в Абхазии. С просьбой о помощи к нам обратились родные пропавшего. По их словам, Дмитрий Юктешев 28 июля вышел в неизвестном направлении из гостевого дома «Инжир» в Новом Афоне, в котором отдыхала вся его семья, приехавшая из Красноярского края. Дмитрию Юктешеву 72 года. Он среднего роста, азиатской внешности. По словам родных, страдает потерей памяти. Последний раз его видели по дороге в село Анхуа. Поиски пропавшего ведет гудаутская милиция. Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Юктешева, просьба обратиться в милицию. Далее в нашем выпуске оперативная сводка Министерства внутренних дел. Маан Баграт Викторович, 1988 года рождения, задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с отделом уголовного розыска УВД по городу Сухум в селе Мугудзырхуа в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Автомобиль, в угоне которого подозревается задержанный, обнаружен по тому же адресу в Гудаутском районе. Преступление имело место 28 декабря прошедшего года, когда светло-голубая Toyota Crown была угнана в городе Сухум по улице Гумистинская. При обследовании обнаруженного автотранспортного средства, оборудованного уже подложными госномерными знаками, в техническом отсеке багажного отделения изъят автомат системы Калашникова калибра 5,45 мм и аналогичного калибра патроны. По заключению экспертов, изъятое огнестрельное оружие заводского производства технически исправно и к производству выстрелов пригодно, но ствол автомата укорочен кустарным способом. При осмотре домовладения по месту временного проживания Баграта Маан сотрудниками милиции обнаружены патроны и магазины к автоматическому оружию, радиопередающие специализированные радиотехнические устройства, матерчатая черная маска с прорезями для глаз, а также камуфляжный костюм и предметы форменной одежды сотрудников органов внутренних дел. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Гражданин Маан заключен под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия на предмет установления возможной причастности последнего к ранее совершенным преступлениям продолжаются. Наркотическое средство героин в крупном размере изъято у жителя Ростовской области сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с уголовным розыском Цандрибжского отдела милиции Управления внутренних дел по Гагрскому району. Так, в ходе проведенных оперативных мероприятий после прохождения зоны таможенного контроля на КПП ПСО задержан Маркарян Рафаэль Аршакович, 1974 года рождения. У последнего при личном досмотре сотрудниками милиции изъят сверток с веществом, как впоследствии установлено экспертами криминалистического центра МВД, наркотическим средством героин. В отношении Рафаэля Маркарян по части 2 статьи 223 и части 2 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения заключения под стражу. Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.
Уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия возбуждено в отношении жителя города Сухум Жиба Астамура Алексеевича, 1978 года рождения. У данного гражданина в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Сухум изъят пистолет иностранного производства с боеприпасами к нему, как установлено экспертами, технически исправный и к производству выстрелов пригодны. Астамур Жиба отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания столичного управления внутренних дел. В ходе личного досмотра жителя села Лыхны Гудаутского района изъято наркотическое вещество метадон. Дженя Баграт Анриевич, 1989 года рождения, завернутое в денежную купюру сильнодействующее наркотическое средство в виде порошка, хранил при себе. Оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД совместно с оперативной группой контрольного поста МЮСЭРа по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического средства группой дознания отдела внутренних дел по Гудаутскому району в отношении гражданина Джени возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Похищенное имущество на территории термального источника в селе Кындык обнаружено и изъято. Сотрудниками управления уголовного розыска МВД ЙОУР отдела внутренних дел по Ачимчирскому району установлены и в результате проведенных оперативных мероприятий задержаны лица, подозреваемые в совершении данного преступления. Тужба Игорь Владимирович, 1980 года рождения, и Ломия Инал Винаидович, 1985 года рождения, которые в содеянном признались. Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственная группа отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. Сотрудниками УКОН МВД Республики Абхазия совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум была остановлена автомашина «Тойота» под управлением Лагвилава Ираклия Геннадьевича, 1988 года рождения, жителя города Сухум. В результате обследования вышеуказанной автомашины в багажном отделении обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана, как установлено экспертами, порядка 45 грамм. Судом города Сухум не удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Лагвилава. Избрана мера пресечения – домашний арест. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Ираклия Лагвилава по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса, проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. На посту ГАИ Эшера задержан ранее разыскиваемый житель города Гудаута Гунба Астамур Гаревич, 1987 года рождения. В ходе осмотра автомобиля, которым на момент задержания управлял Астамур Гунба, обнаружен и изъят автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм с 60 патронами к нему. Во время личного досмотра у последнего был обнаружен и изъят пистолет системы Макарова калибра 9 мм и магазин с 8 патронами к нему. Согласно справке эксперта, автомат изъятый в автомобиле задержанного, а также пистолет, переделанный кустарным способом и захолощенного в боевой, технически исправны и пригодны для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Сухумскому и Гудаутскому районов. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении Астамура Гунба возбуждено уголовное дело. Последний заключен под стражу. 11 курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища присягнули на верность Родине в Министерстве обороны Абхазии. Перед этим новобранцы прошли курс молодого бойца, изучали устав, общую физическую подготовку, учились стрельбе из автомата и строевому шагу. Впереди ребят ждут 4 года учебы в СВОКу. Я считаю, что вся молодежь должна идти защищать свою родину. И я решил поступить сюда из-за того, что с детства я мечтал стать военным, но и так произошло то, что я узнал про училище, которое здесь у нас в Абхазии, и решил поступить. Присягу приняли, будем служить дальше. В июле месяце у нас вступительные экзамены прошли. Те абитуриенты, которые сдали вступительные экзамены с 1 августа на основании утвержденной программы министром обороны приступили к курсу молодого бойца. Мы приняли 30 абитуриентов, те, которые прошли курс молодого бойца,
11 человек на плацу Министерства обороны приняли военную присягу. В первую очередь мы акцентируем внимание на физическую подготовку. Курсанты, которые сегодня приняли военную присягу, они физически выносливые и морально-психологически готовы обучаться в наших стенах. Хочу поблагодарить министра обороны Республики Абхазия, генерал-полковника Анну Владимира Ивановича, а также генерал-полковника Цвижба Беслана Андреевича за поддержку и оказание помощи в воспитании будущих молодых офицеров. Союз журналистов Абхазии поздравляет заслуженного журналиста республики, телевизионного режиссера, профессора, доктора философских наук, заведующего кафедрой журналистики АГУ, кавалера ордена Ахзапша третьей степени Гурама Амкуаб с 70-летним юбилеем. Гурам Артемович, выпускник Тбилисского государственного пединститута и Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Начинал свой творческий путь с работой режиссером сочинского телевидения. С 1979 года главный режиссер абхазского телевидения. Гурам Амкуаб 15 лет работал председателем Абхазской государственной телерадиокомпании. Более 25 лет возглавляет кафедру журналистики Абхазского государственного университета. Удостоен почетного звания заслуженного работника Высшей школы образования. Гурам Артемович – автор многих научных работ, в том числе которых «Абхазия. Хроника необъявленной войны», «СМИ между традициями и инновациями», «Современное общество и этнокультура», «Чего не хватает для свободы СМИ» и другие. Гурам Амкуаб многолетней профессиональной деятельностью внес значительный вклад в развитие абхазского национального телевидения и радио, а также в подготовке журналистских кадров, отмечается в поздравлении Союза журналистов. Коллектив АГТРК присоединяется к поздравлениям и желает Гураму Артемовичу крепкого здоровья и творческих успехов. Совет старейшин Абхазии сердечно поздравляет героя Абхазии, председателя Совета старейшин Гагарского района Рудольфа Алшундба с 75-летием. Желает крепкого здоровья, успеха в работе и большого семейного счастья. В Галском районе в селах Ряб-Хумушкур завершен ремонт дороги, сообщает Гал-ТВ. Глава администрации Галского района Константин Пиля побывал на месте проведенных работ с инспекционной поездкой, чтобы проверить качество дороги. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в ремонтно-восстановительных работах дорожного полотна протяженностью около 3 километров. Дорога Ряб-Хумушкур, которая была сложная. Тут были куски старого асфальта. Очень тяжело было на автомобиле ездить. Вот наши дорожники провели вот такой ремонт. Очень качественно получилось на то, что мы могли. Вот не хватает только немного асфальта, как говорится, а вот до этого довели. Был поднят старый асфальт, потом подсыпка была сделана, грейдером разровняли, и сейчас вот еще и производит трамбовка. Еще будет трамбоваться, и так что дорога будет намного лучше. Сейчас, если сюда надо было добираться, наверное, по 15, по 20 надо было ехать, сейчас за 3-4 минуты практически доезжаешь. Работой доволен, да, настолько, насколько было финансирование, это максимум из того, что могли сделать, сделали. Ребята, дорожники, хочу их отдельно поблагодарить. И Валерия Валиковича Липса и Тенгиза Кваранзе. Хочу поблагодарить за эту работу. Да, и хотелось бы еще один благодарность большую выразить руководству Дорожного фонда республики за то, что они Гальский район не оставляют без внимания. И те средства, которые направлены на Гальский район, все четко выполняются, финансирование идет, и наши дорожники выполняют свою работу. В Сухуми при проведении ремонтных работ по укладке ливневого коллектора на улице Абазинская были срублены камфорные лавры. Их массивные корни пробили и засорили ливневки. Это становилось причиной частых подтоплений близлежащих домовладений. Однако неосведомленность о причинах сруба деревьев вызвала негативные комментарии обывателей. Почему срубленные деревья и что будет на их месте, в репортаже пресс-службы администрации Сухума. Продолжаются работы по ремонту ливневых коллекторов в Сухуме. В рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии Российская Федерация профинансировала обновление коммуникационной инфраструктуры Сухума.
Уже проложены новые водопроводы, канализационные трубопроводы. Сейчас идет масштабная работа по укладке ливневых трубопроводов на 3 улицах столицы – Джонуа, Гулия, Базинская. Из-за засоренности ливневок при каждом сильном дожде в городе всегда потоп. В воде просто некуда сходить. При вскрытии ливневого бетонного коллектора на улице Абазинская рабочие обнаружили, что она в основном засорена и пробита сильной корневой системой камфорных деревьев, которые растут поблизости. Как рассказал замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Руслан Авицбам, для того, чтобы привести в порядок коллектор, рассматривалось несколько вариантов работ с возможным сохранением нависающих деревьев. К сожалению, пришлось пожертвовать деревьями. Тут как бы ситуация сложилась, что вот из 2 зол выбирают меньшее. Вот, потому что если бы мы оставили бы деревья, пошли бы по пути просто обрезки корней, которые, ну сразу скажу, технически это практически невозможно сделать. То есть можно на какое-то время их обрезать, но корни всегда тянутся к воде, и даже сквозь существующий бетон они все равно бы со временем проросли, и вся эта работа, она была бы абсолютно бесполезной. Поэтому было принято решение выкорчить эти корни и сделать нормальный капитальный ливневой коллектор, чтобы он в ближайшие несколько десятилетий нас не беспокоил. Кроме того, как рассказывают местные жители, корни не только изуродовали тротуар, но и их домам нанесли вред. По стенам пошли трещины. И отмечают, что обыватели, случайные прохожие и комментаторы в социальных сетях не знают об их неудобствах, связанных с постоянными подтоплениями, но берутся рассуждать о судьбе деревьев. Как начинается дождь, мы не спим, мы ждем, что вот сейчас нас затопит. Корни, видите, какие все большие. И под дом идут, и дом снутри у нас трещины. Администрация столицы не раз сообщала о том, что вырубка деревьев в городе производится только по согласованию с экологами. Демонтаж показал, что деревья расположены прямо посередине перекрытия ливневки. К сожалению, деревья попали под сруб. Если возможно будет сохранить дерево, будет сохранено. Ливневку необходимо почистить, привести в порядок. Там, кроме деревьев, идут еще другие коммуникации, как кабеля, связи, свет. Там люди сегодня работают, смотрят. Администрация обещает посадить новые деревья, озеленить улицу, все. Инженер по благоустройству администрации Сухума отметила, что после завершения работ по укладке ливневого коллектора на улице Абазинской будут высажены новые деревья. И поясняют, что будут выбраны деревья с менее мощной корневой системой. Стратегически правильно выбранные деревья для посадки в черте города – вот это главная наша задача. Для того, чтобы впоследствии мы не столкнулись с теми проблемами, которые сталкиваемся сейчас. Поэтому нужно выбирать деревья с менее мощной корневой системой. Мы сейчас работаем над улицей Абазинская, где хотим провести реконструкцию аллейных рядов, где максимально постараемся сохранить наших старцев и произвести омолаживание, досадить молодые деревья. Какие именно деревья будут, мы пока решаем с экологами, но это будут габитуально схожие деревья. Хочу выразить благодарность горожанам, которые переживают за наш город, переживают за каждое дерево, которое, к сожалению, нам пришлось спилить, или же которое пострадало впоследствии стихийных бедствий. Хочу сказать с уверенностью, что ни одно дерево без заключения экологов, за подписью председателя Читанава Савелия Михайловича, ни одно дерево ни администрации города, ни структурой, ни благоустройством спилено не было. И каждое дерево, которое мы вынуждены были потерять, мы заменим обязательно на новое. Хочу сказать, что улица Абазинская будет не просто зеленая, но и цветущая. При этом Кама Кутелья заметила, что в департамент жилищно-коммунального хозяйства в неделю поступает порядка 10-15 заявлений от горожан с просьбой спилить то или иное дерево. Если бы все эти обращения находили поддержку администрации, то в городе почти не осталось бы зеленых насаждений. Так что в данном случае городской ЖКХ выступает в роли хранителя деревьев. В департамент жилищно-коммунального хозяйства поступают в день 10, а то и более заявлений от граждан, которые просят, некоторые заявления даже содержат такой угрожающий характер, спилить дерево. Некоторые из них и правда носят аварийный характер, получают заключение и дерево спиливаем. А некоторые из деревьев
чувствуют себя хорошо, прекрасные, красивые деревья. Не знаю, что является причиной тому, что они пишут коллективные письма и просят спилить это дерево. Хочу вам сказать, что если бы каждое заявление, которое поступало сегодня к нам с просьбой спилить дерево, если бы мы все это делали бы, то сегодня в городе у нас было бы на 70% деревьев меньше. Мы, наоборот, пытаемся сохранить, насколько это возможно. Кама Кутеля сообщила, что администрация города планирует омоложение зеленых насаждений не только вдоль улиц, но и в парках и скверах столицы. Амра Амичба, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум. Со 2 по 8 сентября не будет производиться прием заявлений на оформление российского заграничного биометрического паспорта, сообщает посольство России в Абхазии на своей странице в Facebook. Прием заявлений на оформление 5-летнего загранпаспорта и выдача готовых документов осуществляется в обычном режиме. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 4 и 5 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 20-25. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.